Здравствуйте, дорогие телезрители! Я Софият Букаева, и это программа «Другой ракурс». Сегодня мы погрузимся в удивительный мир робототехники. Что же меня ждет сегодня? Мне так интересно! Кванториум – это место, где каждый ребенок может стать настоящим исследователем и изобретателем. Здесь среди ярких цветов и увлекательных наук открываются двери в мир творчества и знаний. Представьте себе, вы можете собирать роботов, создавать свои собственные игры, изучать космос и даже заниматься искусством. Каждый уголок кванториума наполнен удивительными материалами и инструментами, которые помогут вам воплотить в жизнь самые смелые идеи. Здесь мы занимаемся конструированием, программированием и моделированием роботов различных. У нас есть различные образовательные конструкторы, с помощью которых мы собираем, программируем, моделируем роботов. Такие конструкторы, как всеми известны, это Lego, Robots Premium, VEX, Technolab и так далее. Расскажите про ваше направление. Наше направление называется промышленная робототехника, сокращенно PromRoboQuantum. Здесь у нас, в общем, 4 группы, около 30 детей. Дети активно приходят на занятия, интересуются нашим направлением. У нас есть различные конкурсы, где мы занимаем призовые места. При этом у нас активная деятельность. Мы не только изучаем робототехнику, мы на практике продемонстрируем наши возможности. То есть мы устраиваем на занятиях битвы роботов, гонки роботов. У нас такая активная деятельность. А нравится детям? Детям очень нравится. У них бывают очень горящие глаза, приходят каждый раз. А что бы вы посоветовали детям, которые хотят сюда прийти? Я бы посоветовал, не задумываясь, приходить. Мы будем строить различных роботов. Мир технологий – это огромная страна, где все сделано из самых маленьких деталей, которые мы можем только себе представить. Эти детали – нанотехнологии. Они такие крошечные, что их нельзя увидеть невооруженным глазом. Но именно они могут изменить нашу жизнь и изменят будущее. Расскажите о ваших талантливых детях. Вот один из наших лучших учеников этой группы – Ибрагим. Ибрагим, расскажи про своего робота, которого ты сегодня делаешь. Сегодня я собираю гоночную машину. Я ее выбрал, потому что я с самого детства любил гоночные машины, любил мультики про гоночные машины. И поэтому я решил ее сегодня собрать. Я ее очень долго хотела собрать. Вот данная машина более аэродинамичная. Она на пульте управления. Ее интересно собирать из-за технолаба, который более интересно дает собирать конструктора. Чтобы конкретно работать, для этого нужен щипчик. На нем есть это захват и это отталкивание. Чтобы разобрать, надо просто вот так подвести, поднять. А чтобы это зацепить, надо взять этот его щипчиком вот так подцепить, открыть, взять и присоединить куда-то, и потом вот так. Как тебя зовут? Меня зовут Джамбулат. Что ты собрал? Это автомат, который может стрелять. Это пульки, которыми он заряжен. Он может с ними стрелять. Его можно легко разобрать и можно собрать. Ну, например, снять одну любую деталь и поставить обратно. Его несложно запрограммировать, а для этого мы заходим в приложение на компьютер, мы подключаем специальный порт с проводом и подключаем его к ноутбуку. А после этого заходим в приложение Lego Minsters. Подключить в это место провод и подключить его к ноутбуку. И написать программу, и тогда программа запустится на нее. Сначала она скачается, и потом запустится на этом сердце. Его называют так, потому что он середина робота, который раздает сигналы. Это как сердце и мозг. Он может раздавать сигналы к любому датчику. Он дает и к мотору, это называется деталь мотор, а это датчик. Если на него нажать, то он начнет пулять.
Хазмагомед Астамиров – талантливый педагог дополнительного образования в Кванториуме, который вдохновляет детей на освоение новых технологий и развитие их творческого потенциала. В его классе царит атмосфера увлечения и открытий, где каждый ребенок имеет возможность погрузиться в мир науки и инженерии. Под руководством Хазмагомеда ребята не просто учатся, а создают настоящие шедевры. Они активно участвуют в различных конкурсах и соревнованиях, где демонстрируют свои навыки и знания. Благодаря его поддержке и наставничеству многие из них занимают призовые места, что становится для них важным шагом на пути к будущим достижениям. За какие победы вы получили эти награды? Награды получены в рамках чемпионата СКФО по робототехнике, республиканского конкурса «Инжениум», также различных конкурсах за пределами нашего региона. За первые, вторые, третьи у нас места бывают. Дети бывают разные, бывают те, которые быстро все охватывают на лету, у которых быстро все получается, а бывают дети, которым нужно по крупицам объяснять. Каждую мелочь, каждый момент несколько раз приходится объяснять. Но потом, по истечении некоторого времени, они быстро уже сами схватывают, сами начинают уже другим детям помогать. Направление у нас техническое, так как здесь больше мы занимаемся на практике. У нас практически нет теории, бывают такие моменты, где нужно объяснить некоторые принципы механизмов и так далее. А в основном мы работаем на практике. Родители считают, что это несерьезно, что лучше его отправить там английский учить или на дополнительные по математике и так далее. А то, чем мы занимаемся, некоторые родители просто не воспринимают и не понимают. Хотя мы как-то пытаемся им донести. Но вот бывает такой случай, когда ребенок очень заинтересован, хочет заниматься, но родитель не разрешает. Сейчас век цифровых технологий, век информационных коммуникаций, робототехника это очень востребовано будет. Чем дальше, тем будет востребованнее. И мне бы хотелось, чтобы каждый родитель, особенно для мальчиков, смог попробовать. У нас можно записаться в любое время, рабочее время, чтобы ребенок попробовал, и дальше, если у него получится, и у него появится интерес, чтобы они дали ему возможность дальше заниматься в этом направлении. Увлечение гонками стало для Ибрагима Хасуева настоящим путеводителем в мир технологий и инноваций. Ибрагим был очарован скоростью и динамикой гонок, наблюдая за соревнованиями и мечтая о собственных достижениях в этой захватывающей области. Его интерес к гонкам не ограничивался только зрелищем. Ибрагим начал изучать, как работают машины, какие технологии используют для их создания и как можно улучшить их производительность. Это увлечение стало толчком для его дальнейшего развития и стремления к знаниям. Попав в Кванториум, Ибрагим нашел идеальную платформу для реализации своих идей. Я занимаюсь робототехникой уже 3-й год, и хочу рассказать про все, что я собрал. Из самых запоминающихся я собрал в этом году Добби и клинок Богомола. Добби — это робот, который будет перемещаться по больнице, будет развозить лекарства и то, что нужно во время, например, операций. Добби — это не один робот, а сразу 3. Первый робот — это Добби, сам доставщик. Второй робот — рука. Третий робот — перевозчик. Для начала, как привезти себе лекарство? Надо зайти в сайт специальный. Там надо выбрать эту больницу, этаж, палату и, если есть, то кровать. Ну, чтобы это поближе. И то, что нужно, это отправляется не в Добби, а уже к руке. И рука получает шприцы, команду найти шприцы, и на ней будет еще стоять, где ее манипулятор, будет стоять специальная камера, чтобы по ячейкам, по маленьким холодильникам, она могла найти какую-то вещь. Так по камере, как только она видит шприцы, то она открывает дверцу, берет оттуда тарелку с шприцами
И подъезжает к ней Добби, открывает его, кладет его, эту тарелку с шприцами в его маленький холодильник, чтобы лекарства, которые требуются в холоде, они, если это на всякий случай, не испортились. И потом Добби едет на первый этаж. 107-я палата, 5-я кровать. А Добби, он выглядит как R2-D2. У него овальная голова. Состоит он из углепластика. Почему углепластик? Потому что это одновременно легкий и твердый материал. И он будет работать по нажатию кнопок. Вот он. Сейчас у меня это... Я не помню, куда положил микроконтроллер, и поэтому я буду просто его двигать рукой. Первая кнопка, она обозначает удар, а точнее вот так. Но это прототип и неполная версия. У меня еще есть эскиз, но он сейчас это в портфеле где-то. Первая кнопка удар, вторая кнопка забрать обратно пинок. К примеру, ты подходишь к какому-то человеку, бьешь удар, на конце у него острый зуб, острый конец, чтобы точно не нанести удар. К примеру, вот так, сбоку, он будет вот так бить. И потом, потому что неудобно вот так бить, он назад кидает и вперед, назад, вперед. И поэтому он такой. Технологии — это как волшебство, которое может сделать наш мир лучше. Мы только начинаем понимать, как использовать эти маленькие частицы, и впереди нас ждет удивительное будущее. Кто знает, какие чудеса нас ждут. Спасибо вам, Магомед, то, что рассказали нам о таком интересном кружке, а мы прощаемся с вами. Пока. Пока.